Как-то великан Улоп лег отдохнуть и заснул. К нему незаметно подкрались чертенята и стали издеваться над ним спящим. В те времена Луна и Солнце обитали не так далеко от Земли, как сейчас. Чертенята поймали Луну и Солнце. Солнцем они обжигали руку Улопа, Луной ногу обмораживали. Проснулся Улоп в гневе и откинул Солнце в одну сторону, Луну в другую сторону. С тех пор Солнце и Луна находятся очень далеко от Земли и не могут спуститься на ее поверхность. Однажды на Чувашей напал злой великан одноглазый Алдыргущ. Он хотел чувашей и их покровителя Улопа превратить в своих рабов. Улоп вышел против Алдыргущ на смертный бой. Начался поединок. Уж такими мощными они оба были, что так и дрожала под их напором вся округа. Страшное было видно, что нельзя было предугадать, за кем будет победа. Вот Улоп удалось схватить Алдыргущ и крепко сжать его в своих объятиях. Из Алдыргущ вся мощь вылетела в виде зловоний, и все силы его покинули. Обессиленного Алдыргущ Улоп забросил аж за 7 морей. В каждом углу земной тверди стояли на страже земли и земной жизни чудо-богатыри. Они охраняли наш мир от всякого вселенского зла и несчастий. Были на земле щели или дыры, называемые Кагар, по которым герои спускались в ад и спасали своих любимых и близких.